Ногайская Орда – одно из тех государств, которое почти не упоминается в популярной истории. Хотя на карте XVI века оно занимало огромное пространство. О нем знали в Москве, в Крыму, в Астрахани и даже в Персии. У ногайцев была своя знать, армия, дипломатия и четкое понимание границ, даже если они не были выложены камнем. Это была сила, с которой договаривались, воевали, заключали союзы. И хотя в итоге она исчезла, ее история тесно связана с судьбой целого региона, от Поволжья до степей Центральной Азии. Приветствую! Вы на канале Amazing History. Здесь мы рассказываем о тех, кого забыли в учебниках, но хорошо помнит степь. Спасибо всем, кто писал под видео о Могулистане. Именно благодаря вашим комментариям и появилось это видео о Ногайской Орде. И отдельная благодарность нашему спонсору Владимиру со статусом «Сенатор», который поддерживает нас не только как зритель, но и как настоящий союзник в исторических кочевьях. Спасибо за доверие и силу, с которой вы движетесь вместе с нами. А теперь, если вы еще не слышали о Ногайской Орде, то самое время. Поехали! У истоков Ногайской Орды стояло не государство и не династия, а племя – мангыты. Их дальнее происхождение восходит к монгольскому племени мангутов, известному еще со времен Чингисхана. Часть мангутов участвовала в западных походах и в XIII веке оказалась в степях Дэшт и Кипчак, между Волгой и Уралом. Здесь, в окружении туркоязычного населения, они довольно быстро потеряли монгольский язык и стали частью кипчакского мира. Так и сформировалась новая группа – тюркизированные мангыты, уже говорившие на кипчакском языке и жившие по тюркским обычаям. Это был типичный процесс для того времени. Тюрки перенимали названия племен, среди которых кочевали. Например, среди киреитов появились тюрки-киреи, у найманов – тюрки-найманы. Таким же образом и мангыты стали особой тюркской ветвью, сохранившей имя монгольского происхождения, но уже с иным языком и культурой. До конца XIV века мангыты оставались одним из ордынских улусов и ничем особо не выделялись. Они не претендовали на трон, не чеканили монеты, не строили столиц. Но одно обстоятельство изменило их судьбу. На фоне распада Золотой Орды у мангытов появился влиятельный лидер по имени Едигей. Если и можно говорить об отце-основателе Ногайской Орды, то это именно он. Хотя формально Едигей никогда не был ханом. Про Едигея говорили по-разному. Кто-то считал его мудрым политиком, кто-то безжалостным интриганом. Но факт остается фактом. В конце XIV века, когда Золотая Орда превращалась в поле битвы между ханами, городами и родами, он стал тем, кто не просто выжил, он начал управлять. Едигей происходил из мангытов, то есть он не был потомком Чингисхана и не мог претендовать на ханский трон. Но в степи это не всегда имело значение. Он был Беклярбеком, главным военным и политическим лицом при хане, а по факту серым кардиналом всей Орды. Он сам ставил ханов, сам их смещал, сам решал, где будет граница и кто ее будет охранять. Официально он был вторым лицом в государстве, но на деле первым. При Едигее мангыты получили особый статус. Им была выделена земля. Не в смысле владения, а в смысле контроля над пространством. Этот регион стал называться Мангытским юртом. Территория между Волгой и Уралом, степи, кочевья, реки и переходы – все это теперь контролировали люди Едигея. И хотя формально они были частью Золотой Орды, на деле же они жили по своим правилам. Это не была независимость в привычном смысле. Это была автономия через влиятельность. Никто не мог их игнорировать. Их приглашали в союзы, с ними договаривались, их боялись. И что еще важнее, Едигей создал не только территорию, но династию влияния. Его потомки, сыновья, внуки, правнуки будут веками править в степи, даже если формально у них не будет короны. С этого момента мангыты перестают быть просто тюркизированным племенем. Они становятся политическим организмом, который со временем получит собственное имя – Ногайская Орда. Само название Ногайская Орда появилось не сразу и сначала обозначало территорию, связанную с именем Ногая, легендарного военачальника XIII века, потомка Джучи. Но со временем оно стало и самоназванием элиты, и названием всего объединения.
Так Ногайская Орда выросла не из столицы и не из хана, а из племенной коалиции, объединявшейся вокруг сильного рода, общей культуры и политического авторитета. Это была кочевая система управления, основанная не на династии, а на договоренностях, силе и родовой лояльности. Середина 16 века – это тот редкий момент, когда кочевая держава без столицы, без ханского трона и без печатей становится центром евразийской политики. Ногайская Орда на пике. И это заслуга людей с именами, которые сегодня почти забыты. Саид Ахмед и Мамай. Саид Ахмед – потомок Едигея, бий большого влияния и большого ума. Он не только держал степь, но и влиял на то, кто будет ханом в Казани, с кем заключит союз Москва и когда Крым начнет новый поход. Саид Ахмед – это тот человек, при котором ногайцы перестали быть просто соседями. Они стали арбитрами. Хотите мира на Волге? Спрашивайте у Саида Ахмеда. Хотите военную помощь в Сибири? Платите ногайцам. Параллельно с Саид Ахмедом действовал Мамай, другой кочевой фигурант. Не путайте его с Мамаем из Куликовской битвы, это совсем другое лицо. Этот Мамай был Нураддином, то есть военным лидером. Он командовал армией, выстраивал отношения с казахскими степями, отвечал за восточную политику. Именно под его командованием ногайцы совершали мощные рейды в Сырдарью, оттесняли казахов, контролировали торговлю, навязывали условия караванам. Он действовал быстро, жестко и с холодным расчетом. В этот период Орда фактически контролировала огромную территорию, от Волги до Тургайского плато, держала в руках основные торговые пути между Москвой и Средней Азией и выступала посредником в конфликтах между Казанью, Крымом, Хивой и даже Османской империей. Орда не просто участвовала в политике, она формировала реальность региона. Москву снабжали скотом, Крымскому ханству подавали пленных, с Казанью делили союзников, а с Астраханью соперничали за влияние. Были годы, когда ногайские мирзы получали больше подарков от Москвы, чем крымские ханы. Военная сила поддерживалась кочевой системой. Каждый бий мог выставить отряд всадников не по указу, а по долгу чести. В походе их не держали дисциплиной, их держала личная лояльность. Это были бойцы, выросшие в седле, способные пройти сотни километров за несколько дней, ударить и исчезнуть. Именно это делало ногайцев такими опасными и такими желанными союзниками. Но главное, это было время согласия внутри Орды. Бии не враждовали между собой, а действовали как союз. Мирзы подчинялись авторитету не из страха, а потому что видели в этом силу. Это был редкий исторический момент, когда горизонтальная система работала лучше, чем вертикаль. Можно сказать иначе, в это время ногайцы перестали быть наследниками Орды и стали создателями своей. Ногайская Орда не знала дворцов, золотых тронов или официальных титулов с печатями. У Ногайской Орды не было и столицы в привычном нам смысле. Сарайчик, город на Нижней Волге, был скорее опорным пунктом, кочевым перекрестком, в котором собиралась элита, когда нужно было решить важные дела. Здесь зимовали знатные роды, принимали посольства и заключали договоры. Но Сарайчик не был столицей. Власть существовала, но выглядела иначе. Она была распределенной. Степь жила по понятиям, которые не записывались в законах, но прекрасно работали. Политическая структура Ногайской Орды выглядела просто, но работала сложно. Во главе каждого улуса, то есть рода с собственной территорией, стоял бий. Он не был чиновником. Его слушались, пока он был силен, справедлив и уважаем. За ним стояли воины, союзники, пастбища и имя рода. Ни один бий не мог править в одиночку. Он был частью системы, где решения принимались советом. Такой совет собирался из биев, мирз и старейшин и мог порешать все, от войны до брака между влиятельными династиями. Ниже бия стояли мирзы. Это знатные люди, чаще всего младшей ветви влиятельных родов. Они могли быть братьями, сыновьями или племянниками бия, но действовали самостоятельно. Мирзы командовали отрядами, занимались переговорами, иногда держали контакт с Москвой или Крымом. Они могли поднять бунт, если их обидели, и объединить несколько родов, если надо было воевать. Это были самостоятельные фигуры, и каждый из них носил свою репутацию как броню.
Политика в этом мире начиналась не в канцеляриях, а в переговорах между родами. Личная лояльность, взаимные обязательства, старшинство и баланс интересов. Вот из чего складывалась внутренняя стабильность Орды. Распределение земель и маршрутов кочевий строилось не на законах и печатях, а на устных соглашениях и равновесии сил. Нарушение этих границ воспринималось как вызов и зачастую становилось поводом для конфликта. Но если договоренности соблюдались, улусы могли сосуществовать мирно десятилетиями. Экономической основой Орды было скотоводство – лошади, овцы, верблюды. У богатых родов десятки тысяч голов. Это был и транспорт, и пища, и валюта. Чем больше табун, тем выше статус. Но не только скот был важен. Нагайцы контролировали караванные пути, брали плату за проезд, продавали мясо, шкуры, ремесленные товары, а иногда и пленных. Торговали с Казанью, с Хивою и Русью. Военная организация была по сути продолжением родовой. Каждый улус выставлял конных воинов, объединенных не приказом, а лояльностью к своему бию. Большой поход собирался не указом, а личными договоренностями между биями. Это делало армию гибкой, но не всегда управляемой. Сражались нагайцы как классические кочевники, маневренно, на скорости, с упором на конницу и внезапность. Религия в Орде – ислам суннитского толка, но не жесткий книжный, как в Бухаре, а степной суфийский. С молитвами, но и с духами предков. Религия не диктовала быт, а задавала ориентиры. Обряды, именование детей, правила захоронения – все это регулировалось по-исламски. Но в праздниках, легендах, обыденной жизни сохранялись и старые кочевые представления о мире. Духи предков, шаманские элементы, знаки природы. Это был ислам степи. Гибкий, привычный, без жесткой духовной иерархии. Семья также была устроена по родовым традициям. Женились внутри союзных линий, считали родство до 7-го колена. Платили калым, за знатную невесту могли отдать 40 коров. Были обряды, были и праздники, но все было подчинено главному ритму жизни – кочевью. Летом к озерам и холмам, зимой в низины к укрытым от ветра рекам. За каждым родом были закреплены пастбища. Это не писалось на бумаге, это знали наизусть. Нарушить чужую границу значит начать войну. Поэтому искусство договариваться, чувствовать момент и уважать силу было важнее, чем любой титул. Так работала Орда. Без крепостей, но с опорой. Без центра, но с равновесием. И пока это равновесие сохранялось, степь оставалась нагайской. Нагайская Орда никогда не была замкнутым миром. Она жила в окружении сильных игроков и почти всегда играла на опережение. Могла быть союзником, могла быть врагом. Могла помогать и в тот же год нападать. Все зависело от интереса. С Крымским ханством у нагайцев были особые отношения. Сначала как с равными, вместе громили Казань, делили трофеи, обменивались пленными. Но потом Крым начал вести себя как старший брат, требовать подчинения. Это не всем нравилось. В итоге часть родов перешли на союз с Москвой. И этим вызвало первый серьезный раскол в Орде. С Московским царством все было еще сложнее. То дрались, то торговали. Нагайцы набегали на земли царства, уводили пленных, но потом же продавали этих же людей обратно. Некоторые роды переходили на корм, получали хлеб, металл, подарки и воевали на стороне московского царя. Другие оставались противниками. Временами Москва платила нагайским мирзам больше, чем крымским ханам, просто чтобы сохранить баланс. И это работало до поры до времени. На юге были Хивинское и Бухарские ханства. Там нагайцев ждали как партнеров, но боялись как конкурентов. Торговля шла полным ходом. Скот, пленные, шкуры. Иногда под видом посольств. Но если интересы сталкивались, не стеснялись и в набег. В степях между Амударьей и Волгой нагайцы вели себя как хозяева. И мало кто рисковал спорить. Отдельная история – казаки. С ними нагайцы вели войну и сотрудничали одновременно. Донские и волжские казаки нередко нападали на нагайские улусы, уводили скот, жгли юрты. Но бывало и наоборот. Нагайские мирзы нанимали казаков для походов на Крым или даже на соседние роды. Они могли воевать друг с другом, а через месяц обмениваться пленными. В степи слово «враг» было гибким. Иногда ближе был вчерашний разбойник, чем родной брат из враждебного улуса. Как видим, во внешней политике у Орды не было постоянных союзов. Был принцип: тот, кто выгоден, наш, а кто мешает, чужой.
Это давало определенную гибкость, но и делало их уязвимыми. К концу XVI века соседи стали мощнее, их армии организованнее, их планы долгосрочнее. А Орда продолжала жить по старой логике и не желала меняться. И именно в этом начался ее излом. Ногайская Орда не пала от одного удара. Она не проиграла решающую битву, не сгорела в одном великом походе. Ее разрушили внутренние ссоры, равнодушие соседей, жадность союзников и природа. А если точнее, 3 большие волны смут, в которых каждый раз Орда теряла не территории, а саму себя. Первая смута началась в 1520-х. Умер Муса Бий, при котором Орда держалась крепко. После него осталось несколько сыновей и столько же претензий. Каждый считал себя главнее. Алчагир, шейх Мухаммед, Юсуф – все хотели влиять, ни один не хотел уступать. Улусы начали расходиться. Кто-то пошел к Крыму, кто-то к Казани, кто-то к Москве. Степь, где раньше был порядок, стала ареной борьбы амбиций. Это был первый тревожный сигнал. Вторая смута – середина XVI века. На этот раз в центре оказался Юсуф и Нураддин Исмаил, его родственник, который решил, что Москве выгоднее верить, чем родне. Исмаил заключил союз с русским царем. Юсуф это воспринял как предательство. Началась гражданская война по Степному, не фронтами, а отрядами. На этом фоне произошел раскол Орды. Те, кто поддержал Исмаила и признал суверенитет Москвы, остались в Заволжье. Их земли и власть стали основой Большой Ногайской Орды. Противники этого курса, сторонники Юсуфа и влиятельный Кази Мирза, откочевали на запад, к Кубани и Приазовью. Так появилась Малая Ногайская Орда, известная также как Казыев Улус. Это уже был не просто политический спор, это было размежевание идентичности. Одна часть Орды сделала ставку на союз с оседлой державой, другая решила сохранить кочевую независимость. И в этом расколе Орда впервые по-настоящему треснула, не просто географически, а изнутри. Третья смута финальная, конец XVI – начало XVII века. Убивают Уруса, одного из последних сильных лидеров. Начинается война между его сыновьями. Их поддерживают кто Крым, кто Москва, кто Хива. Каждый род пытается выжить в одиночку. Уже никто не думает о единстве. Караваны грабят свои. Переговоры ведутся от лица отдельных мирз. Биев становится больше, чем улусов. Некоторые роды откровенно сдаются другим государствам. Просят защиту, просят хлеб. Как будто внутренних расприй было мало, ударила сама природа. Сначала пришли тяжелые зимы, не просто холод, а джут. Морозы с ледяной коркой на снегу, под которой скот не мог достать траву. Табуны гибли прямо на кочевьях. Умирали лошади, овцы, верблюды. Все, чем жила Орда. Летом вместо дождей засухи, колодцы пересыхали, пастбища выгорали. Уходить было некуда. Вокруг все такое же. Степь, которая веками кормила, становилась мертвой. А потом чума. Она пришла с караванами и распространилась по стоянкам. Болели и старики, и дети. Умирали с семьями. В некоторых улусах погибала половина людей. И вот тут начался не просто распад, начался бег. Люди откочевывали, чтобы не умереть. Кто на юг, кто в лесостепь, кто под защиту Москвы или Крыма. Это уже была не борьба за власть, а борьба за жизнь. Орда больше не удерживалась ни родством, ни соглашениями. Только страхом и надеждой, что где-то дальше есть вода, пастбище и шанс начать все сначала. К 1620-м Орда была формально жива. Бии собирались, улусы еще кочевали. Но это уже были осколки. Политика стала местной, связи временными, власть символическая. Остались названия, осталась память. Но общего тела, общего голоса у Ногайской Орды больше не было. И когда казалось, что хуже уже не будет, пришли калмыки. Они появились в степях в 17 веке. Айратские племена, перекочевавшие с востока, сильные, сплоченные, с отличной кавалерией и амбициями. Пока ногайцы пытались сохранить хотя бы остатки единства, калмыки строили свою новую империю – Торгутское ханство. Они не просили земли, они ее отбирали. Сначала водопои, потом пастбища, потом улусы. Калмыки вытесняли ногайцев с привычных кочевий, давили военной силой, сжигали стоянки, брали пленных.
Нагайцы отвечали, но их удары были хаотичны. Не хватало согласия, союзов, слаженности. Некоторые роды просили защиты у Москвы, другие пытались договориться с Крымом. Но ни у кого уже не было общего плана. Те, кто остался, гибли или бежали. Кто-то ушел на Кавказ, кто-то за Урал, кто-то просто исчез. А Москва в это время не мешала. Наоборот, ей это было выгодно. Ослабленные нагайцы переставали быть угрозой. Их земли становились свободными. На них продвигались казачьи линии, появлялись форпосты, деревни. Начиналась новая эпоха – эпоха оседлой власти. Кочевье больше не воспринималось как форма жизни. Оно стало помехой. Часть нагайцев была переселена насильно. Другие формально признали подданство и растворились. Остатки Малой Орды держались дальше, в районе Кубани, но их политическая роль уже была нулевой. Это были не переговорщики, а просители. И когда над Доном и Уралом появились новые знамена, нагайское имя еще звучало, но за ним уже не было силы. Так и закончилась Нагайская Орда. Не в одном сражении, а в череде уступок, откачевок, вымираний и равнодушия. Ее добивали не армии. Ее вытесняла другая реальность. Оседлая, военизированная, централизованная. И в этой реальности для Орды не осталось места. Нагайская Орда исчезла, но не растворилась бесследно. Ее воины, ее роды и ее язык – все это ушло в небытие. Оно рассеялось, укоренилось в других землях, других культурах, других государствах. Часть нагайцев вошла в состав Крымского ханства. Их потомки стали частью знати, участвовали в военных походах, держали караулы в крепостях, ездили в посольства. Другие ушли к югу, в Османскую империю, где тоже не затерялись. Они были гвардейцами, скотоводами, пограничниками. Некоторые группы влились в составы казахских жузов, усилив кочевую культуру степи. Другие в башкирскую, татарскую, каракалпакскую и дагестанскую традицию. Даже в Поволжье, на юге России, в Северном Кавказе остались потомки нагайцев. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока.